конце апреля, начале мая в Варшаве пройдет чемпионат мира по средневековым боям «Битва наций-2012». И в нем примет участие представитель нашего региона Владимир Аникиенко, главный тренер Сыктывкарского историко-реконструкционного клуба «Кречет». О том, как будет проходить чемпионат и какие испытания ждут современных средневековых бойцов, Владимир рассказал и показал нам в дневном эфире. Прежде вопрос, конечно, как удалось попасть на такой большой турнир? Много тренироваться, много ездить. Все, я занимаюсь уже 11 лет, достаточно много кого знаю. Вся команда Сыктывкара не смогла попасть, но я включился в состав питерской команды, и меня пригласили на турнир. Ты будешь выступать за сборную России или это будет какой-то личный зачет? В сборную России уезжает 30 человек со всей России. 300 или 30? 30. 30 человек. Да. Я буду выступать в номинациях 5 на 5, то есть 5 бойцов против 5. И групповой бой — это 21 человек на 21. А вообще сколько, какие испытания ждут все команды? Ты назвал 2, да? 21 на 21, 5 на 5. Какие еще есть там? Есть еще личные поединки. Туда пробиться не удалось. Очень большая конкуренция. Россия уже вообще 3-й год проводится этот чемпионат мира. Сначала это было на Украине, сейчас добавились очень много стран, 15 команд будет, поэтому встречает нас доброжелательно Польша. А вообще первый раз на Украине, да, проходила? Первые 2 раза проходила на Украине, да, в Хатинской крепости. Она, к сожалению, не смогла вместить столько желающих участников, поэтому Польша предоставила Варшаве большой замок. Ну, конечно, они получат, я думаю, свои дивиденды с этого. А в этом году, кстати, сколько участников заявилось? 15 команд, 15 по 30, ну, достаточно почти много. 500 человек. Что самым сложным будет в этом турнире, как ты считаешь? Это будет 3 дня боев, потому что все 3 сборные будут биться в 3 номинациях. Это 5 на 5, 21 на 21 и личные бои. То есть это 3 дня постоянных боев. Поэтому в составе сборной есть и запасные, потому что 3 дня боев жесткоконтактных, это, я думаю, будут травмы. Ну и вообще очень серьезная физическая нагрузка. Это, я думаю, будет самое серьезное испытание. Ты готовишься, когда к поединкам, отрабатываешь какие-то приемы, наверняка используешь какие-то, может быть, ну не знаю, информации из тех веков. Приходится такие вещи копаться? Нам досталась хорошая информация, так называемые фехтбухи, да? Учебники фехтования средних веков. Но современный спорт, он уходит немножечко от корней, когда мы не хотим поразить насмерть противника, мы хотим набрать больше очков, поэтому мы немножечко отходим от тех способов, да, взаимодействия, так скажем, не убийства, а именно взаимодействия рыцарей друг против друга. То есть мы не используем колющие удары. Наиболее эффективный укол в лицо, допустим, да, он просто и очень быстро мог привести к жертве противника. Нам нельзя такого делать. Ну что ж, хотелось бы увидеть некоторые фрагменты, приемы, может быть, того, что вы будете показывать в Польше. Твой спарринг-партнер сегодня Дмитрий, да? Да. Зовут? Итак, давай возьму у тебя микрофон. Так, несколько приемов, друзья, мы сейчас увидим из того, что будет показано в Польше. Надеюсь, это будут победные взмахи мечом. Так нужно действовать. Владимир, еще расскажи, пожалуйста, у нас в Сыктывкаре, насколько я знаю, тоже дважды проводились тоже всероссийские турниры или нет? Медвежий угол, да? Медвежий край. Медвежий край в 2005 и 2007 годах. Да. Будут ли еще подобные турниры? Мы надеемся. Все упирается в организационные моменты, конечно, финансирование. Мы летом проводили на Ибице. Неплохой у нас турнир был. Там был не всероссийский, но соседние регионы приезжали. Вот. Да, я думаю, мы будем делать, потому что есть достаточно желающих у нас участвовать.
И в Сыктывкар ездить тоже есть много желающих. Сам клуб в количественном составе растет с каждым годом? Растет. Не очень быстро, но растет. У нас есть проекты по коммерческой тренировкам, да, очень многие спрашивают. Мы не хотим иметь свои доспехи, но мы хотели бы тренироваться. То есть мы доросли, и в следующем году мы будем делать такую секцию, когда желающие могут прийти, им предоставят доспехи, они побьются, заплатят деньги и пойдут домой счастливы. Мне кажется, это хороший способ, друзья, снять стресс после трудного рабочего дня, не сделав при этом никому больно. Ну а сейчас меч правосудия из ножен закона достанет наш телезащитник Роман